Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Продолжение жизни в ковидном режиме. В Государственной Думе заверили, что законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения и локдаун в стране пока не планируется. Кардинальные перемены в отдаленных местностях. Школы арктических районов вошли в федеральную программу по капитальному ремонту. Морозы, купели и купания. Расскажем, как подготовиться к крещенским обрядам. Специалисты не обнаружили опасные предметы на угольном разрезе в поселке Джибари-Кихая Тампонского района после получения сообщения о возможном теракте. Напомним, 17 января от неизвестного лица в адрес Якутуголь поступило электронное сообщение об угрозе совершения террористического акта на объектах компании. В оперативном порядке были направлены сообщения в правоохранительные органы, усилен пропускной режим, привлечены специалисты для проверки территорий и объектов на предмет обнаружения подозрительных предметов. В результате поиска средств, несущих угрозу жизни, не обнаружено. На месторождении усилены меры безопасности и проведен инструктаж с работниками. Предприятие работает в штатном режиме. Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, сообщил Вячеслав Володин. Отметим, что данную инициативу внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили до 1 июня 2022 года. Также в Государственной Думе исключили введение полного локдауна из-за омикрона. Введение полного локдауна в России из-за штамма коронавируса омикрон маловероятно, так считает председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, Россия готова к новой волне коронавируса. Укрепляется первичное звено здравоохранения, кадровый резерв. Говоря о вероятности введения в стране полного локдауна, Хубезов отметил, что она практически равна нулю. В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано 6 препаратов от коронавируса. Спутник Ви, Спутник Лайт, Эпивак Корона, Ковивак, Эпивак Корона Н и вакцина для подростков Спутник М. Один из родителей учащихся школ столицы республики, где введено дистанционное обучение, может перейти на удаленную форму работы. Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением эпидобстановки глава республики Айсен Николаев поручил учащихся первых, 8 и 10 классов перевести на дистанционное обучение с 18 по 23 января включительно. Добавим, также в ходе заседания регионального оперативного штаба Айсен Николаев отметил, что итоги прошлой недели показывают быстрый прирост заболеваемости. Самый высокий рост показателей отмечается по Якутску, на который приходится свыше 75% заболевших. Минимальное пособие по беременности и родам вырастет почти до 64 тысяч рублей. В 2022 году увеличились минимальные и максимальные пособия по беременности и родам, так называемые декретные. Минимальные размеры выросли за счет повышения минимального размера оплаты труда, а максимальные суммы за счет ежегодной индексации. Если стаж работы менее 6 месяцев, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда. А в регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, оплата определяется с учетом этих коэффициентов. 58 сельских школ республики в 25 муниципальных образованиях вошли в федеральную программу по капитальному ремонту, в том числе и образовательные учреждения арктических районов. Это Момского, Абыйского, Булунского, Аймиконского, Оленёкского и Среднеколымского районов. Всего на проведение ремонтных работ и закупку оборудования из федерального бюджета будет выделено почти 3 миллиарда рублей. Напомним, 17 января на общей городской планерке глава Якутска Евгений Григорьев сообщил о проведении капитального ремонта в 11 школах столицы республики. Примерно рабочий график составлен таким образом, что до окончания учебного года, то есть до конца июня, мы должны провести работу по определению заказчика, провести работу по контрактации с подрядными организациями и уже в первый день ухода детей на каникулы приступить к капитальному ремонту школ.
Ну а в июле стартуют 7-е летние игры «Дети Азии». В этот раз их примет Владивосток. Как приморская столица готовится к соревнованиям, с какими трудностями столкнулись организаторы и смогут ли на трибунах присутствовать болельщики? Подробности в следующем материале. Владивосток готовится к играм. Уже работает оргкомитет. Все объекты, где будут проходить соревнования, определены и обновляются. Там устанавливают современное оборудование, облагораживают территорию. И наследием игр жители приморской столицы будут пользоваться еще долгие годы. Спортсмены будут жить в детском лагере «Океан», а тренерский штаб разместят в кампусе Дальневосточного федерального университета. Здесь же пройдут состязания по нескольким видам, а также будет обустроена площадка для пляжного волейбола. По словам представителей оргкомитета, все идет по графику. Правда, нужно решить еще одну проблему – это логистика. Все, кто был во Владивостоке, особенно в летний период, знают, какой там трафик автомобильный. Соответственно, вот эта вот вся развязка, настройка шаттловой системы, перевозки спортсменов, все просчитывается, делается таким образом, чтобы минимизировать неудобства для населения, проживающего в городе Владивостоке. Ну, либо гостей, которые приехали, потому что мы понимаем, что будет и предполагаем большой наплыв зрителей. Ковидные ограничения никто не отменял. В деревне спортсменов заработает так называемый пузырь безопасности. Все участники, тренеры и волонтеры будут сдавать ПЦР-тесты каждые 3 дня. Готовятся карантинные зоны и койко-места в больницах на случай заражения. Но организаторы надеются, что удастся провести соревнования без происшествий и даже со зрителями на трибунах. В Приморском крае действует 50% заполняемости на сегодняшний день. Вот. Что будет завтра, опять-таки, я говорю, что мы не можем, но в то же время по посещению и заполняемости спортивных объектов, конечно, у нас идет разграничение клиентских групп, где та или иная категория участника, либо зрителя, она не пересекается друг с другом. По планам, в июне заработает билетная программа, а прямо сейчас на сайте игр vladivostok2022.com идет прием заявок от волонтеров. Так что, если вы хотите приобщиться к играм, у вас есть такая возможность. Максим Кардоузов, Виктор Олесов, Москва. Тем временем в креативном пространстве «Точка кипения» состоялась стратегическая сессия «Новое дыхание бриллиантового цирка», на которой участники предложили и обсудили новые пути развития цирка. В 2024 году бриллиантовый цирк Якутии отметит свое 30-летие. Накануне юбилея руководство решило перезагрузить якутский цирк, сделать его более интересным, доступным и современным, чтобы он стал не просто площадкой для выступлений, но и общественным пространством, креативным и современным местом, где могли бы проводить время зрители и в отсутствие выступлений. Чтобы и молодежь, и дети, и семейные, чтобы все к нам приходили и уже современно уже как-то все выстроить. У нас нет цели сделать какой-то новый цирк. Цирк как был, так и останется. Цирк великолепный. Я вчера был на новогоднем представлении, я видел, как радовались дети. Но дело в том, что технологии развиваются очень быстро. Информационные технологии, и не только информационные технологии. Сегодня мы будем думать над тем, каким образом мы их будем применять к тому, чтобы цирк стал более интересным. Прежде всего, более интересным для молодого поколения, которое вырастает с гаджетами и не представляет себе жизни без гаджетов, не представляет жизни без интернета. Индивидуальный метод адаптивной верховой езды успешно реализует благотворительный фонд реабилитации детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Подробнее об ипотерапии и ее оздоровительном влиянии узнавала Марферина Алексеева. Ход конем. На базе клуба «Мустанг» уже более 2 лет проходит реабилитация детей-инвалидов. Благотворительный фонд Полежаевых при помощи адаптивной верховой езды успешно устраняет некоторые ограничения, которые неизбежно возникают при таких диагнозах, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, гиперактивность, задержка речевой деятельности и психоречевого развития. После занятий верхом каждый человек чувствует благоприятное влияние на организм. То есть такт шага лошади абсолютно совпадает с тактом шага человека. Она импульсы дает право-лево, вверх-вниз и назад-вперед. Что-то местами напоминающее колыбельный эффект. Человек верхом успокаивается. Особенно такие распространенные диагнозы, как гиперактивность, уходят, наверное, на 3-м занятии у детей. Работает все тело полностью, весь организм, восстанавливается дыхание, выпрямляется осанка. Значит, соответственно, больше кислорода поступает в мозг, и человек себя чувствует очень хорошо. Это вот рядовые гимнастические упражнения для разминки, то есть руки вперед, вверх, там, в стороны, лечь на лошадь, ложись, спину, раз, на спину.
Вся информация по реабилитационному направлению верховой езды, а также собственные наблюдения и практические рекомендации инструктор по ипотерапии и адаптивной верховой езде Максим Кармишин собрал и выпустил в книге. Автор подчеркивает, что даже кормление и уход за лошадьми имеют благотворный эффект. В целом показатели после ипотерапии поражают. Выпрямляется осанка, увеличивается объем грудной клетки, стабилизируется психологическое и общее физическое состояние детей. Во-первых, у нее пропал страх. Естественно, это шло все постепенно, пропал страх начинать кормить животное. Вот. Ну и, естественно, она начала понимать, где хорошо, где плохо, в плане в том, что вот есть злое животное и вот есть доброе животное. Здесь мы начали различать. То есть. Но дальше у нас пошла координация движения. И если раньше мы только сидели, то сейчас мы уже и без рук, и поднятые руки, и взмахи рукой уже пытаемся встать на лошадь. Благотворительный фонд Полежаевых реализует реабилитационные программы круглый год. В хозяйстве конного клуба 15 лошадей, большая конюшня и теплый манеж. В дальнейшем фонд планирует принимать участие в грантовых конкурсах, расшириться и увеличивать штат квалифицированных инструкторов. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Совсем скоро начнутся крещенские купания. В Якутске стартовали работы по подготовке купелей. Так, одна из них будет расположена на Зеленом лугу. Отмечается, что в этом году купания будут проходить с некоторыми ограничениями, связанными со сложной эпидситуацией в республике. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Социальное дистанцирование, ношение масок и ограниченное количество людей в купели. Так в этом году будут проходить крещенские купания. Не стоит забывать и о правилах безопасности. Температура воздуха в палатках прогреется до более чем 20 градусов. Однако температура воды будет достигать лишь 2-3 градусов. На месте будут дежурить водолазы, служба спасения и медики. Ну, в первую очередь надо думать о своем здоровье. Если у вас есть какие-то ограничения, допустим, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательной системы, то, конечно, лучше не рисковать, лучше поберечься. Можно просто умыть лицо руками себе, там, как говорится, святой водой, значит, окропить себя. Не надо, в саму купель заходить не нужно. Сам Александр выступает организатором купаний уже 16 лет. Мужчина отмечает, окунуться в освященную воду могут и дети. Главное, чтобы позволяло здоровье. Здесь мы должны понять, что окунание в крещенской купели – это не моржевание. Это две больших разные вещи. Специально ничего делать не нужно. Нужно только помолиться и с верой в сердце и в душе зайти и окунуться в купель. Всего в Якутске будет оборудовано 2 купели. Еще одна расположится в зоне акватории водозаборных сооружений. Ее традиционно подготовит акционерное общество «Водоканал». Так, после купаний сотрудники водоканала предлагают участникам согреться в палатках, попить чай, а также набрать освященную воду из колодца. Купель в первую очередь для такого тесного семейного круга. Это для работников акционерного общества «Водоканал» и также ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Потому что это большие коллективы, очень где-то верующие, где-то просто традицию соблюдают. Ну, при этом, конечно, если кто-то из горожан приезжает сюда окунуться, мы никогда никого не выгоняем, обратно не разворачиваем. Но, тем не менее, таких людей обычно не так уж и много бывает. Крещенские купания начнутся с вечера 18 января и пройдут до вечера 20 января. Купели и проруби в этом году будут оборудованы в 10 районах республики. Это Алданский, Мирнинский, Аймиконский, Устьянский, Абыский, Кобяйский и Жиганский. В общей сложности запланирована подготовка 11 купелей и 9 прорубей. Саргалана Неустроева, Павел Никифоров, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.